Приветствую, дорогие подписчики, гости канала. Вы на канале Таро Дома. Меня зовут Александра, и у меня для вас прогноз на 25 февраля. Мы с вами смотрим на колоде, которая называется «Цыганский пасьянс». Почему? Потому что день у нас обещает с вами быть легкий, позитивный, наполненный хорошими эмоциями. Он у нас с вами идет под арканом Солнца. А Солнце – это одна из лучших карт в колоде. Поэтому, соответственно, и энергии этого дня, они тоже такие вот со знаком плюс, позитивные. У нас Солнце, конечно, может показывать прояснение чего-то, да, открытие каких-то тайн, того, что было скрыто, спрятано. То есть, с одной стороны, это может быть, допустим, какая-то информация, которую вы не знали, и она может быть неприятна, но с другой стороны, вы, уже обладаете этой информацией, все знаете, соответственно, можете правильно там анализировать, строить свои какие-то планы и будущее. Поэтому даже если какая-то информация и откроется не очень приятная, я считаю, что все равно это позитивное событие, потому что всегда лучше знать правду и знать так, как есть, чем жить в этом неведении. Поэтому в любом случае это плюс. Будет это или нет, мы посмотрим на вот этой колоде. Тут есть такая карта «Замочек». И вот как раз замочек показывает открытие вот этих тайн, то, что может по Солнцу проигрываться. И также здесь есть Солнце. Вот тоже, если они будут совпадать, это прям такая, знаете, будет резонировать будет, да, аркан дня с этим событием. Посмотрим, в общем, что нам покажут карты. Начинаем мы с Овнов. 25 февраля. Это у нас с вами среда. Мне очень нравится на этой колоде, видите, так еще прорисовано, да, это карта Солнца. Малыш едет на велосипеде по парку, хорошая погода, у людей хорошее настроение, они отдыхают, общаются, проводят вместе время. То есть такой вот день, знаете, его хорошо бы посвятить, как раз это же день Меркурия, среда, общению, встречам каким-то там семейным, возможно, даже каким-то дружеским. Просто расслабиться в этот день. Так, поехали. Овны, 25 февраля. Овны. События дня, среда. Как пройдет для Овна в этот день? Как пройдет среда? Ой, подождите, забыла свои кадышки достать. Думаю, что-то мне тут не хватает. Ножницы, сразу первое событие. Маска. Маски будут сорваны, понимаете? Потому что Солнце все будет показывать, все эти обманы. А можно еще прочитать маска, как, например, вы можете посещать в этот день театр, кино, да, смотреть на то, как люди играют роли. Еще может таким образом проиграться. Змея. Так, здесь не вижу. Смотрим горизонталь, вертикаль. Есть еще подсвечник. Здесь не вижу. Есть корабль. Здесь нет. И здесь тоже не вижу. Получается у вас 5 событий. Первое событие. Решится какой-то вопрос. Причем решится достаточно легко. Солнце – это легкое решение вопросов. Без усилий. Надежда. В этот день надежда и решение. О, еще нашла якорь. Пока рассказывала, пропустила. Дальше маска. Тут вообще маска показывает обман. Основное ее значение – это обман. Но из практики, да, я уже увидела там и другие значения этих карт. И дополнительное значение – это посещение, например, не знаю, кабинета косметолога. Тоже может быть, когда маска выпадает. Или посещение театра, да, там, где люди играют роли, маски на себя одевают. Потом тут может быть и так. Ожидание, смотрите, выпадает. Змея, общение с человеком, который острый на язык в этот день. И якорь – это, скорее всего, вечером в среду вы где-то проведете много времени в одном месте по якорю. Прям долго будете находиться. Может быть, это будет дом, либо какое-то место.
Поэтому так, ну ничего плохого, за исключением только маски. Но опять же, посмотрим, может быть она не проиграется, да, этим своим значением, как обман. Благодарю за внимание, Луны, и переходим к Тельцам. Так, Тельцы, 25 февраля, среда, события дня. Смотрим, Тельцы, что у вас? Среда. Любовь. Первое сразу событие. 2 сердца. Ключ. Угу. Колокольчик, пустые разговоры. Как на этой карте, да, вот сидят, болтают. Угу. Шарики. Так, и давайте пробежимся, смотрим, что здесь. Горизонталь, вертикаль. Месяц нельзя, здесь не вижу, здесь не вижу. Но я больше не вижу совпадений. Нашла только 4. Первое. Любовь показывает, что у вас все хорошо будет в личной жизни в этот день. Да, вот будет много чувств, много эмоций, возможно. Встреча, опять же, если вы один или одна, то это может быть встреча. Ключ. Это может быть очень важный для вас день, кстати. 25 февраля. Например, если это будет встреча, то понятно, что в этот день запомните, да, он станет важным. Также ключ — это еще когда перед нами открываются какие-то новые двери, появляются новые возможности. Тоже может так проиграться. Дальше пустые разговоры с кем-то будут, болтовня, общение. И также еще у вас выпадают хорошие новости, вы слышите. Радостные, приятные, хорошие новости. Так что, Тельцы, чудесный день у нас в среду. Благодарю за внимание и переходим к Близнецам. Близнецы. 25 февраля. Близнецы. Угу. У вас выпадает лавровый венок. Первое событие на среду. О, выпадает замочек. Я в начале видео говорила, что может проиграться вместе с Солнцем как открытие какой-то информации, которую от вас скрывали. Якорь. И Солнце тоже выпало у вас. Прям оба события выпали. И Солнце, и замок, который соответствует этому аркану. Дерево. Ключ. Важный день. Маска. Откроется какой-то обман, скорее всего. Маска и тайна. Маски сорвете с кого-то. Так. Не вижу. Нет, нет, нет. Периметр не нашла. Значит, смотрите, первое событие. Успех в делах. Лавровый венок. Вас ждет успех, победы ждут, какие-то достижения. Дальше. Откроется информация, тайна. То, что было спрятано за 7 замками, что называется. Опять же, Солнце этому поможет, да, выйти наружу.
Ну и ключик, да, ключ открывает замочек. То есть когда они еще вместе выпадают, да плюс еще и солнце, ну 100% открывается что-то, что до этого вы не могли знать, не могли открыть. Дальше якорь. Якорь – это закончить, доделать, поставить точку. Либо еще якорь проигрывается как долгое ожидание чего-то, нахождение где-то долго. Но у меня первая мысль, то есть я еще ориентируюсь на первая, да, вот как бы первая реакция. То есть я когда ставлю, да, вот открываю и ставлю сердечко, у меня первая мысль какая-то появляется, да, вот относительно каждого события. Ну и обычно она там самая верная. И вот у меня, только я поставила якорь, была первая мысль, что это что-то, как будто бы вы закончите, доделаете. Ну вот, скорее всего, что оно проиграется так. Солнце. Солнце – это радость, хорошее настроение. Но или опять же, солнце – это может быть и прояснение, да, вот прояснение вот этого вот. Но будем надеяться, что это радость. Радость от успеха в делах. Дальше ключ. Очень важный день. Очень важный. Допустим, если мы берем весь февраль, то, возможно, это самый важный месяц в феврале для вас по ключу. Дерево – это приглашение, вас куда-то могут позвать, пригласить. И маска – это обман. Допустим, люди одевают на себя маски в вашем присутствии. Или вы надеваете на себя маску. Допустим, вот смотрите, как может проиграться. Вы что-то узнали по тайне, да, допустим, о другом человеке, но не хотите, да, вот в этом признаваться. И надеваете на себя маску, что вам приятно с этим человеком общаться, да. На самом деле вы его уже ненавидите, да, тихонько. Ну, там я утрирую, да, ну, чтобы вы понимали. То есть иногда это и мы носим эту маску. Поэтому так. Хотя маска это также может быть и, как я вот рассказывала другому знаку, это и может быть маска у косметолога, это и может быть и маска, например, какой-то маскарад, это может быть посещение театра, это все маска, понимаете? То есть тут вот когда только день пройдет, вы поймете, о чем тут была речь, что это была за маска. Так что вот такая история, близнецы. Откроется, из самого интересного это откроется какая-то информация, которую вы не знали в среду. Благодарю за внимание. Переходим к ракам. Смотрим 25 февраля. Раки, события дня. Мешок с деньгами, первое событие. Рыба. Здесь два варианта: змея или метла. Змея, метла это ссора, а змея это общение с человеком, у которого длинный язык. Угу. Флаг. Яблоко. Так, теперь смотрим, что здесь. Весы есть еще по горизонтали. Здесь нет, череп нельзя. Нет, дерево. Ну, здесь нет и здесь нет. Получается, первое событие — мешок с деньгами, но он больше показывает расходы. Значит, расходы в этот день. Дальше общение с абьюзером, да, сейчас как модно говорить, человеком, который постоянно, да, вот пытается тебя там унизить, задеть там и так далее. Обозвать, возможно. И рядом, видите, еще слезы выпадают. Поэтому, может быть, даже до слез вас доведет. Ну, вы люди такие тонко ранимые, эмоциональные, поэтому у вас, в принципе,
легко обидеть. Дальше победа в делах в этот день, приглашение, сложный выбор, весы, ну, либо еще как вариант, знаете, когда у нас есть какие-то колебания, сомнения, не знаю, да, вот там делать, не делать, надо, не надо, покупать, не покупать, сомнения будут в этот день. И скользкое дело, вот из предупреждения выпало скользкое дело, вас втягивают в какие-то истории, допустим, победу, да, ну, допустим, вы можете получить победу через скользкое дело. Что это имеется в виду? Ну, там, не знаю, быстрый результат через какую-то коррупцию, там, махинации и так далее. Поэтому тут как бы надо хорошо подумать. Если вам будут такие предложения делать, 10 раз подумайте. Пусть эта победа лучше будет позже, но правильным, честным путем, чем через, допустим, вот эти истории. Поэтому так. Может быть, поэтому и сомнения у вас, да, как бы есть. Тут, кстати, еще змея, это может быть, например, человек, который вас искушает, да, вот как раз пытается вас повести вот этой дорогой через рыбу, да, через скользкое дело. Поэтому имейте это в виду. Яблоко искушения, что мне сейчас мысль пришла, яблоко искушения, змея, да, как будто бы вас искушают в среду. Так что имейте это в виду. В среду могут вас тянуть не по той дорожке, и вам надо устоять перед этим соблазном. Благодарю за внимание, раки, и переходим к львам. Так, львы. 25 февраля. Львы. События дня. Левушки, среда. Угу. Первое событие — корабль. Якорь. Корабль на якоре ваш в среду. Что я ничего не вижу. Так, смотрим, что тут еще. Нет, 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 нет. Два события только нашла. Не знаю, может, конечно, что-то где-то пропустила. Если вдруг вы события увидите, найдете. В принципе, в этой колоде они подписаны, можно прочитать. Так, значит, смотрите, я нашла только два. Ожидание и остановка. Да, якорь — это остановка. То есть как будто бы вы вообще весь день находитесь на одном месте и ничего не делаете, ничего не происходит. Либо весь день чего-то или кого-то ждете. Ну, вот все, что мне здесь показали. Вот такой вот у вас день. А может быть, вы для себя возьмете такой день паузы. Вот как я вначале сказала по аркану Солнца. Очень хорошо как раз отложить в сторону дела и замедлиться. Да, вот просто поставить свой корабль на якорь, да, чтобы он отдохнул. Да, вот не надо куда-то плыть в какие-то дальние дали, а просто постоять на якоре, сделать паузу, позволить себе немножко расслабиться и так далее. Может быть, вы так и сделаете. Благодарю за внимание. Львы, перехожу я к девам. Сейчас посмотрим, как девы проведут этот день. Так, ой, девы хотели убежать. 25 февраля, 25 февраля, среда, события дня, девы. Двадцать 25 февраля, девы, среда. Угу, сразу же шарики, первое событие, отлично.
И тут же солнышко. У вас прям, видите, солнце и солнце. Синхронизировались. Сердце. Печаль. Подсвечник нельзя. Тут же флаг есть рядом. Угу. Чашка чая, весы. Цыпленок. Прям события, как из рога изобилия. Вы видите, что творится? Только что у львов 2 события было всего. У вас просто сыпятся и сыпятся, сыпятся и сыпятся. Еще и выпал этот замок, тот, что тоже соответствует с этой картой. Так, сейчас я еще смотрю. О, еще и конфликты есть. А может быть, смотрите, победа в соревнованиях, конфликте, в спорах. Там, где есть 2 стороны, вы еще кто-то. Ваша победа. Дерево еще тоже можно. Божечки, мне скоро камни закончатся. Сердечки мои. Так. Ну, здесь вроде бы не вижу. Так, сейчас, подождите, поменяю на более темненький. Хорошо, смотрим, значит, что тут выпало. Я такого еще не видела. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 12 событий. Ну, понятно, что, скорее всего, они там 3-4 указывают на одну. Ну, сам факт, да. Интересный какой день. Значит, рассказываю просто отдельно по одному событию. Приглашение в этот день могут быть очень какие-то позитивные, радостные новости. И печаль тоже может быть. Да, тут будет не только радость, но будет и печаль. Чего тут только не будет. Печаль, большая радость, общение с друзьями, споры, конфликты, победа, гости, сложный выбор, общение, забота о детях, либо, ну, это, в принципе, могут быть и взрослые люди, но цыплята показывают, что мы о ком-то заботимся. Деловая встреча. И открытие каких-то секретов, тайн. То есть то, что вы до этого не знали, было от вас скрыто, вы об этом узнаете в среду. Вот такой вот насыщенный событиями день. Тут и друзья, и работа, и встречи, и новости, и приглашения, и победы. Чего тут только у вас нет, девы. Вот этот денечек будет у вас в среду. Такой, знаете, событий на 2 месяца вперед в один день может произойти. Благодарю за внимание и переходим к весам. Смотрим весы. 25 февраля. События дня, весы. 25 февраля. Угу. Солнышко. Солнышко нас сегодня радует, прям выпадает часто. Потому что день солнца и карта солнца выпадает. Но в вашем случае, скорее всего, это солнце прояснение какого-то обмана. Сорванные маски. Я думаю, что больше так проиграется. Книга. Угу. Машина. Цыпленок. Угу. Подсвечник.
дом. Так. Горизонталь, вертикаль не нашла. Первое событие было Солнце. Обещает, что в среду вы можете быть счастливы, довольны, будет ощущение радости. Дальше. Казенный дом, посещение госучреждения, госструктуры, поездка, семейная жизнь — это время, проведенное с семьей, игры с детьми, забота, допустим, там о ком-то. Дальше надежда и события, видите, дом выпал, то есть события какие-то дома в семье, может быть, там гости, там еще что-то. Ну вот опять же, и цыплята, и дом показывают, что дома что-то может происходить, какая-то там, не знаю, встреча, общение, посиделки там и так далее. Что мне не нравится? Мне не нравится маска. Одно событие, маска — это обман. Люди вас обманывают. И здесь, видите, они еще ложатся рядом, эта маска ложится рядом с казенным домом, с госучреждением. Поэтому будьте осторожны, внимательны. Может быть, это не специально, бывает это неумышленно, допустим, да, там человек просто, там, не знаю, сделал какую-то ошибку, не специально вас обманул. Иногда, кстати, это мы надеваем на себя маску. Допустим, мы приходим в это госучреждение, да, там нам человек неприятен, а мы как бы надеваем на себя маску и улыбаемся, да, потому что как бы зависим от него или нее. Поэтому тут, может быть, это и ваша маска как вариант, может быть. Либо дома, да, надеваете на себя маску, там, и играете какую-то роль. Либо кто-то из семьи это делает, то есть тут оно может проигрываться как угодно. Так что вот такая вот информация. Но из минуса можно назвать только маску, вот это событие минусом. А так в целом дом, дорога, солнце, надежда, как бы все события в основном позитивные. Благодарю за внимание. Весы, переходим к Скорпионам. Так, Скорпионы, смотрим. 25 февраля, среда. События дня Скорпиона. Как для них пройдет этот день? Так, скорпиончики, среда. Смотрим. Ай, сразу расческа, неприятность. Ну как, ну день солнца, ну какая расческа. Бокал. Вот какая неприятность, обман. Ну, я в начале видео рассказывала. В вашем случае вы, скорее всего, узнаете о том, что кто-то в окружении, да, вот носил эту маску, играл какую-то роль. Ну, понятно, что это неприятно, да, как бы расческа показывает. Но, с другой стороны, зато вы узнаете правду. И разлука выпадает, чемодан. Подсвечник. Еще было яблоко, еще было слезы. Ключ. Но день будет важным. Такое ощущение, что именно вот в вашем случае проиграется, как откроется какой-то обман. Важный день, потому что открывается обман. Мне это неприятно, мне больно, слезы. Бокал, да, хочется заесть, запить эти неприятности. Ну, говорится, эти неприятности мы переживем. Так, колокольчик, пустые разговоры. Вот тут пустые разговоры, бокал, да, пустые разговоры за бокалом. Здесь нет, и также, не, месяц нельзя, месяц нельзя. Значит, получается, из предупреждений неприятность, обман, слезы. Неприятность, обман, слезы. Дальше. Застолье, какое-то мероприятие, пустые разговоры. Важный день, надежда на этот день. Ключ — это ключевой какой-то день. То есть, скорее всего, в феврале это один из самых важных.
И чемодан — это временная разлука, расставание с кем-то. Может быть разлука, конечно, после того, как откроется вот этот обман, ну, вам захочется с этим человеком прекратить общение. Как вариант, может так проиграться. А я в начале видео говорила, Солнце дает два развития событий. Это либо очень классный, позитивный такой день с яркими эмоциями, либо Солнце нам что-то подсвечивает, показывает. Ну, вот в вашем случае оно подсветит и покажет. Поэтому так, что-то такое узнаете о ком-то. Благодарю за внимание, скорпиончики. Перехожу к Стрельцам. Стрельцы. Двадцать 25 февраля. События дня. Стрельцы. Угу. Чашечка. Корабль. Угу. Кровать. Конверт. Маску нельзя, потому что уже мы соединили с вами кровать, поэтому маску нельзя соединить. Череп тоже нельзя, потому что уже есть корабль. Колокольчик. Болтовня, кровать. Болтовня в кровати. О, солнышко есть, супер. Угу. Есть колодец, к сожалению. Есть флаг. Очень много позитивных событий, очень много. Но есть и маленькие нюансики. Так, сейчас я посмотрю. О, есть еще, понятно, в общем. Угу. У вас Солнце тоже проигралось, оба значения проигрались. И ощущение счастья, радости по Солнцу, и открытие тайны по Солнцу тоже. Но неприятной тайны, печаль рядом. Так, значит, теперь рассказываю, что я вижу. Я здесь вижу гости, я здесь вижу пустые разговоры, ожидания, интимная связь, кровать, хорошее настроение, веселье, получение информации, новостей, либо ну, просто получение в этот день, может быть, например, там посылки какого-то документа. То есть иногда конверт показывает просто получение. Победа в работе, в делах в этот день может быть. И предупреждение, если вот это все как бы хорошо, да, то есть тут кровать, общение, гости, победа в делах, радость. А предупреждение — это то, что откроется тайна и будет печаль рядом. Скорее всего, эта информация, она может быть для вас неприятной в этот день. Солнце что-то подсветит, покажет. Поэтому так. Ну, с другой стороны, как я вот в начале видео говорила, что лучше горькая правда, чем сладкая ложь. Правильно? Поэтому иногда надо просто с этим смириться. Лучше знать эту правду. Так, благодарю за внимание, стрельцы. Переходим к козерожкам. Козероги. 25 февраля. Козерожки. Угу. Первое событие — сердце. Подсвечник.
цыпленок, чай. Эх, цветочек нельзя. Цепь. Угу. Череп. Конверт. Ну, событий много. Так, и давайте смотреть. Кстати, тут где был еще нерешенный вопрос, еще мог быть колокольчик, другое событие могло быть. То есть можно было либо колокольчик, либо цепь соединить. Колокольчик, если вы увидели, тогда это пустые разговоры. Так, значит, смотрим. Здесь у нас еще есть с вами метла. Здесь не вижу. Получается, общение с друзьями в этот день, надежда какая-то на этот день, забота о ком-то, гости, нерешенный вопрос. Если брать дела, вопрос не решается. Ножницы, видите, чуть выпали бы по-другому. Ну, то есть вы уже близко, да, вот решение этого вопроса, оно не в среду. Нерешенный вопрос, потом получение новостей, информации, вопросы по здоровью. По здоровью могут быть вопросики в этот день. Болезнь выпала, что там может там болеть, беспокоить. И может быть ссора в этот день, метла. Хотя ссора еще иногда показывает уборку. Такую прям, знаете, когда там генеральную уборку затеваем, тоже может быть метла. Поэтому вот такие события для вас. Ну, из предупреждения это, конечно, цепь, череп и метла. Благодарю за внимание, козерожки. Переходим к водолеям. — 25 февраля. События дня Водолеи. Смотрим, Водолей, среда для вас. Угу. Расческа, неприятность. Угу. И даже смотрите, какая неприятность. Это нерешенный вопрос. Вопрос какой-то не решается. Ну, в принципе, по Солнцу я говорила, конечно, этот день лучше проводить вот как бы отдыхая, расслабляясь, гуляя, не настраиваясь, да, вот там на работу, на дела. Это день наслаждения жизнью. Маска, обман. Прям идут негативные события. Цыпленок. Ну, цыпленок это как бы хорошо. Книга. Угу. Опять же, смотрите, мечи. Конфликт в казенном доме. Ну, в госучреждении. Опять же, может быть, это и есть неприятность. Неприятность, казенный дом. Неприятность в этом госучреждении, конфликт по поводу нерешенного вопроса, по поводу того, что, допустим, меня обманули, обещали сделать там какую-то справку, не сделали. То есть это все может быть вообще одно событие. Или же это может быть связано даже и с ребенком. Цыпленок это ребенок, да, допустим, школа, конфликт в школе, какая-то неприятность, обман, да, опять же связан с ребенком, и вопрос не может решиться. И, кстати, еще цепь может показывать, знаете, как будто бы вот эта ситуация неприятная, она как будто бы уже когда-то была. То есть вот, ну, как кармическая, да, вот эта история, когда, ну, цепочка событий все время вас приводит к этим разборкам. Дальше роза. Роза хорошо. Ну, как бы тут, знаете, хочется сказать, приятного мало. Хотелось бы побольше чего-нибудь приятного. О,
Спасибо. Солнце есть. Выбросила. Так, и здесь нет. Значит, смотрите, что получается. Получается, ну, конечно, вот это вот негатив, неприятность, обман, нерешенный вопрос, скандал, ссора. Дальше, значит, дальше выпадает посещение госучреждения, общение с детками, забота о ком-то. Вот это хорошее событие. Приятная встреча и радость. То есть, скорее всего, еще будет какая-то встреча, которая прям вас наполнит вот этими позитивными эмоциями. Вот как на вот этой карте. Видите, когда люди сидят, светит солнышко, на улице тепло, мы сидим, общаемся, да, там что-то обсуждаем, наслаждаемся вот теплой погодой и общением друг друга. Такое тоже будет, но будет это, конечно, вот ближе, мне кажется, к вечеру. А вот в первой половине здесь какая-то ситуация неприятная тоже может быть. Но опять же, смотрите, по Солнцу это может быть вот открытие обмана. Если вас кто-то обманывал, то Солнце это подсветит, покажет, снимет эту маску. Да? Снимет маску, вы это увидите. И, возможно, это будет не очень приятно. Так что вот такие события для вас на среду. Благодарю за внимание. Переходим к рыбкам. Так, рыба. 25 февраля. События дня для рыбок. 25 февраля. Среда. События дня. Покажите мне, как пройдет день у рыбок. Среда. Рыбы. Первое, что я вижу, это общение с друзьями. Сердце выпало. Будильничек нельзя. Угу. Лебедь. Дерево, приглашение. Так, ну у вас тут событий особо. Шарики нельзя, событий особо нет. Так, так. Нет, нет, нет. Или я не вижу, не знаю. Возможно, пропускаю. Либо 3 события только для вас в этот день. Первое показывает, что вы будете общаться с друзьями в этот день. Встреча будет дружеская. Гармоничные отношения в паре. Верность выпал лебедь. И выпало приглашение. Но опять же, это можете как вы пригласить друзей на встречу, так и они вас. Или приглашение любимого человека куда-то вместе сходить, посидеть. То есть, ну, у вас такой обычный день приятный. Я думаю, вот он под арканом Солнца будет проходить в общении с близкими вам людьми. Ничего плохого я не увидела. Поэтому так. Также, рыбки, поздравляю, у кого день рождения 25 февраля. У вас наступает очень классный год, очень. То есть вот с 25 января этого года до 25 января 2027. Ой, господи, января, говорю, февраля, 25 февраля. Год будет у вас идти под арканом Солнце. Это очень яркий год, очень позитивный. Это год, который, ну, сложно забыть, скажем так. Обычно в эти года происходят самые яркие события. Мы, допустим, там можем получать диплом. У нас могут рождаться, особенно первый ребенок, дети, первый ребенок. Это может быть брак, это может быть, ну, такой, знаете, ну, не просто брак, а это обычно свадьба. Да, то есть, когда вот прям человек испытывает, в этот год человек испытывает яркий эмоциональный всплеск, да, который отражается как бы на Вселенной. Поэтому, что он вызывает, это могут быть разные события. Там влюбленность, ребенок, свадьба, там, или еще что-то, да, то есть как бы это могут быть разные события. Но это год, который прям, ну вот сложно забыть. То есть когда мы вспоминаем свою прошлую жизнь, то вот эти вот яркие события, скорее всего, это были те года, когда был аркан Солнца. Даже можно вот посчитать, потом отмотать. Да, вы можете посчитать, допустим,
25 февраля это был там 2003 год, да, или там 1997 год. И вы просто складываете 2, 5, 0, 2 и год, там 2, допустим, 2003, 2003. Сложили все вместе и посмотрели, что это был, да, вот какая карта тогда была, какой аркан тогда влиял. Но если это был хороший год, значит какой-то позитивный. Если это был негативный год, скорее всего, это какой-то негативный аркан тогда влиял. Ну вот обычно, если у нас яркие события, то это аркан Солнца. Это его заслуги. Также, смотрите, может проигрываться негативно. Да, вот иногда бывает таким образом, что в этот год открывается какая-то очень тяжелая, сложная информация для нас, да, какая-то правда очень горькая. Но опять же, с одной стороны, это для нас плохо, ну, нам больно, да, от этого, но для нас это и хорошо. То есть мы перестаем жить в иллюзиях, мы перестаем себя обманывать, да, или нас перестают обманывать другие люди. Поэтому, с одной стороны, это как бы можно считать негативным событием, потому что нам больно в этот момент. Но с другой стороны, Вселенная нам таким образом, да, вот, помогает. То есть это такая помощь через боль, скажем так. То есть все равно это плюс для человека. Хотя этот плюс может быть через боль. Поэтому вот так тоже может быть по аркану Солнца. Вы что-то вот прям увидите, что-то для вас прояснится в жизни. Тоже может быть. В общем, вот такой вот год вас ждет. Благодарю за внимание и жду вас на своих новых видео.